За 12 дней соревнований на международных мультиспортивных играх стран БРИКС команда сборной Абхазии завоевала 5 бронзовых, 1 серебряную и 1 золотую медали. Наши герои возвращаются на родину. Давайте их встретим. По прибытию домой спортсменов встретили родственники, друзья, горожане и гости Гагры. Администрация города тщательно подготовилась к встрече. Был устроен настоящий праздник для победителей. Встречали их с флагами, песнями и танцами. Одним словом, чествовали ребят, как настоящих олимпийцев. Зера шимаз яха, хапсуа цейча, ахиц гана, яха яхзаз, ахту, медаль хзаз газ, Герман Арджения, я урбшиз, хапсуа хунткарра зухана, дарадза цагдудза змаусу, хапсуа флаг абирак, хапсуа гимен. Яха, урыстула, казан акела кеукта, иштухан, хапсу гимен убрейрхан, ариту уруху. Первую золотую медаль нашей стране принес боксер Герман Арджения. В финале он встретился с представителем Узбекистана. Тренирует спортсмена Элизбар Джологуа. Спасибо большое, что встретили нас. Очень классно. Все мы очень рады. Чувствовалась ваша поддержка. Благодаря тому, что всегда рядом с нами вы находились, хоть вы далеко, все равно это чувствовалось, и это все придавало силы. Благодаря этому я считаю, что выступили более чем очень достойно даже мы выступили. Радость, конечно же, шок небольшой был с того, что это все-таки все произошло. Я к этому стремился, и когда я это ощутил, такие очень непонятные ощущения у меня были. Гордость за то, что я под своим флагом взял первое место и прозвучал гимн. Технико-тактический план на бой заключался в том, что узбек очень сильный. Я посмотрел полуфинал с боксером из России. Там очень упертый узбек, он просто там, как коса на камень нашли, и он как машина перебил этого парня из сборной России первого номера. С ним, если пойти в рубку, мы бы проиграли, хотя Герман тоже очень сильный парень. Но решили его удержать на дистанции и только навстречу бить. И вот все, что он, все тонкости, все остальные моменты, которые я ему сказал, он все в точности сделал. Для спортсменов участие в этих соревнованиях стало отличной возможностью продемонстрировать свое мастерство. А болельщики могли не только поддержать соотечественников, но и насладиться захватывающим зрелищем. Для всей нашей страны это грандиозное событие, особенно если учесть тот факт, что наша страна принимала участие в составе 90 стран-участниц в таком масштабном мероприятии, как спортивные соревнования. И заняла почетное, как мне кажется, 13-е место, с учетом того, что это наш такой первый опыт серьезный. Есть чему еще учиться, к чему стремиться, но, безусловно, наши ребята молодцы, мы все гордимся ими. В медальном зачете на международных мультиспортивных соревнованиях игр БРИКС Абхазия заняла 13-е место. Церемония закрытия прошла в поселке Мирный. Участникам соревнований и зрителям показали старинный национальный праздник Сабантуи, в котором приняли участие 820 артистов. В программе народные игры и забавы, спортивные состязания, праздничный концерт. Для Абхазии участие в такого рода масштабных мероприятиях имеет огромное значение. К этим играм абхазские спортсмены тщательно готовились, чтобы достойно представить свою республику. Так и получилось. Среди 89 стран-участниц игр БРИКС Абхазия заняла 13-ю строчку в медальном зачете. На следующие соревнования такого уровня, такого масштаба мы будем еще лучше готовы, еще лучше будем усердно готовиться и заранее готовиться, чтобы мы показали более высокий результат. Я думаю, что у нас это получится. У нас есть хороший потенциал, молодежь хорошая растет, есть на кого делать ставки. И мы будем это все анализировать. Каждый по своему виду спорта тренерский состав будет решать какие-то недочеты, плюсы и минусы. Я думаю, что совместно
с общими усилиями мы дальше будем продолжать эту традицию. Игры БРИКС посетили более 5000 участников со всего мира. Абхазию представили 63 спортсмена. Они выступили в следующих видах спорта: легкая атлетика, бокс, шахматы, дзюдо, карате, фиджитал, баскетбол и футбол, самбо, настольный теннис, спортивная борьба, ушу и борьба на поясах. В копилке нашей сборной 1 золотая, 1 серебряная и 5 бронзовых медалей. Когда ты выходишь на соревнования такого уровня, такое количество зрителей, болельщиков и абхазскую трибуну всегда все слышат. В полуфинальной встрече, к сожалению, я допустил ошибку, проиграл, но слава богу, за бронзовую медаль смог реабилитироваться. Для нас это колоссальный опыт. Даст Бог, мы каждый год будем на таких мероприятиях выступать, представлять нашу родину и завоевывать награды. Волнение немножко присутствовало, но благодаря поддержке людей это волнение как-то, знаете, затуманивалось, и было намного легче выходить. Поддержка на расстоянии тоже очень ощущается, и всем, кто болел за нас, огромное спасибо. Я думала только о том, чтобы выступить достойно. Вот. Представлять нашу республику – это огромная честь на таких соревнованиях такого масштаба. Уверенную победу в общем зачете одержала сборная России. Хозяева соревнований завоевали более 500 медалей, в том числе 262 золотые. Второе место в командном зачете заняла команда Белоруссии. Тройку призеров замкнули представители Китая, завоевав 19 золотых медалей. Спортивные игры стран БРИКС стали самыми крупными международными соревнованиями в России за последние 2,5 года. Адица Сагарян, Арсол Цулуки, Аля Самичпа, Абхазское телевидение.